Добрый день, меня зовут Искандер Бариев. 10 июля 2019 года крымско-татарские активисты вышли на акцию протеста на Красной площади в Москве. Впрочем, как и 32 года назад, в далеком 1987. Об этом поговорим в 7-м выпуске блога Liberate Crimea. Борьба крымско-татарского народа за право свободно жить на своей исторической родине продолжается. Несмотря на то, что репрессии страны-агрессора Российской Федерации в отношении коренного народа Крыма не только не прекращаются, а даже усиливаются. Агрессор очень заблуждается, если думает, что методами советской репрессивной машины сможет подавить крымских татар. И, судя по всему, не учитывают уроки истории, а они таковы. Летом 1987 года, между прочим, за 4 года до развала СССР, крымские татары массово вышли на акции протеста на Красной площади в Москве и продемонстрировали той власти и всему миру, во-первых, что крымско-татарский народ все-таки существует в СССР, во-вторых, мощь и организованность крымско-татарского национального движения, которое было самым массовым в СССР и оказалось способным вывести на площади тысячи и тысячи своих соотечественников, и в-третьих, намерение крымских татар во что бы то ни стало достичь поставленных целей. Это возвращение на родину в Крым и восстановление всех попранных прав. Лето 2019 года. 10 июля, накануне рассмотрения апелляционной жалобы на приговор фигурантам первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, крымско-татарские активисты вышли на акцию протеста на Красной площади в Москве против преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Сразу же после начала пикета российская полиция задержала 7 человек, а на следующий день, уже во время суда над нашими 4 соотечественниками, силовики задержали еще более полусотни крымских татар. Боятся? Естественно. Такими действиями Россия демонстрирует тотальный страх перед малочисленным, но гордым и смелым народом, который, несмотря ни на что, будет продолжать ненасильственную борьбу против оккупантов. А сейчас немного параллелей. Как и 32 года назад, представители нашего народа добиваются своих прав мирным и ненасильственным путем. Однако в ответ силовые действия, задержания, аресты. Как и в 1987 году, в условиях информационной блокады российские СМИ обошли вниманием акцию крымских татар и максимально замолчали протест на Красной площади 10 июля 2019 года. После акции протеста на Красной площади в Москве летом 1987 года начались массовые акции протеста в Ташкенте, Черчике, Янгиюле, а в октябре 1987 года был проведен Таманский поход, то есть марш крымских татар из Тамани в Симферополь. Новая волна активизации крымско-татарского национального движения. В результате Советский Союз развалился в 1991 году, через 4 года после московских событий. Летом 2019 года крымские татары вышли на новые акции протеста в Москве. Если сопоставить с 1987 годом, это символично. И уже совсем скоро нужно ожидать кардинальных изменений в России. Конечно, я не связываю напрямую развал СССР с акциями наших соотечественников, которые добивались права жить на родине. Каждый из вас сам сделает соответствующие выводы. Но не зря говорят, что история имеет свойство повторяться. Не могу обойти стороной и судилище над крымскими татарами, фигурантами первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. 24 декабря 2018 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к срокам от 9 до 17 лет лишения свободы. А 11 июля 2019 года Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении апелляционной жалобы уменьшил им срок приговора на 3 месяца каждому. Таким образом, Энверу Мамутову до 16 лет и 9 месяцев, а Зевре Апсиитову, Ремзи Меметову и Рустему Абильтарову до 8 лет и 9 месяцев. Без всяких сомнений, данные решения являются незаконными, политически мотивированными, преступными и направлены против всех людей, кто не согласен с незаконными действиями России в Крыму. Таким образом, страна-агрессор демонстрирует борьбу с инакомыслием,
а также религиозными и политическими убеждениями людей на полуострове. Крымско-татарский ресурсный центр заявляет, что судилище над Энвером Мамутовым, Зеври Апсиитовым, Ремзи Меметовым и Рустемом Абельтаровым является примером ксенофобии к коренному народу Крыма и методом его запугивания. Решения судов свидетельствуют о продолжающихся репрессиях и давлении на крымских татар. Мы призываем международное сообщество, международные правозащитные организации усилить давление на оккупанта, Российскую Федерацию, с целью прекращения политических преследований и отмены ранее вынесенных судебных решений. Верю, что победа будет за нами. И все наши ребята, которые сегодня удерживаются в застенках ФСБ и считаются пропавшими без вести, будут освобождены и вернутся домой, в свои семьи. А Украина будет динамично развиваться в составе ЕС и НАТО. Правда на нашей стороне.